На странице 52 повторяем произношение некоторых звуков, также проходим согласные звуки и читаем диалог. Сначала разберем букву Х и Х. Татарское Х похоже на русскую Х, но только произносится на придыхании, мягко. Х. И пример. Слово шехер. Шехер, здесь стоит татарская буква Х. Вот эта буква. Хот. Это русская буква Х. Хот – письмо, шехер – город. Казан шехере – город Казань, например. Дальше нужно выбрать правильную букву. Или Е. Смотрим. Буген. Произносим Буген. Это сегодня. Ставим букву Е. Е, оно внутри слога. Произносится Буген. Белен. Белен переводится с. Здесь мы ставим букву татарскую. Белен. Дальше. Это звук Е, а это звук Я. А буква это будет буква Я. Здесь просто не написано. Буква Я читается вообще трояко, но здесь мы разбираем варианты, когда только Е и Я. Коя. У нас видим твердое начало, поэтому и конец будет твердым. Коя. Куда? Еши. Еши. Живет. Это слово коя, а это еши. Почему Е выбрали? Так как конец мягкий, тогда и начало должно быть тоже мягким. Действует закон сингармонизма, то есть в татарских словах, если начало мягкое, то и конец должен быть мягким. Это основное правило. Но всегда, как мы знаем, есть исключение из правил. Это во всех языках действует. Дальше Ю и Ю. Здесь Ю, а здесь Ю. Это буква Ю. Произносится двояко. Здесь у нас мы смотрим только одна Л, а здесь у нас мягкий вариант. Юке. Значит, выбираем мягкий звук Юке. Ю. А здесь у нас, если только одна буква, и то она, если согласная, то есть мы не можем определить слово твердое или мягкое, то в этих случаях всегда ставится твердый вариант. Например, если в слове юл, как в этом случае, если в слове йоз, например, тоже буква Я твердая выбирается. Так, давайте перевод сразу скажем. Юл – дорога, юке – липа. Дальше читаем диалог. Мин Казанга барам. Койшан. Иртеге. Кем белен? Ни белен. Думаю, что вы сможете перевести. Диалог несложный, но для тех, кто не может, переводим. Мин Казанга барам. Я иду в Казань. Когда? Завтра. С кем? С мамой. Дальше у нас внизу идет таблица согласных звуков. Они делятся на звонкие и глухие. Почему две таблицы? Здесь решили разделить для удобства запоминания. Тут у нас идут парные, а здесь непарные. Давайте рассмотрим парные звуки. Звонкие варианты это Б, П, В, Ф, Г, К, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, Ж, Щ, З, С. И непарные, значит, У, Е, то есть КСК И, Л, М, Н, М, Р, Х, Х, Ц, Щ.